Первый вопрос Так. очень неожиданно. А тут можно, да, думать? Это День. легкий вопрос. Мы со сложного начали. Отвечаем, это все, игра заканчивается. Да. Чего себе. Он замыслил недоброе. Где же этот подвох? Ты нас сейчас не вводи в заблуждение. Я возьму на себя 10% ответственности, если ты возьмешь остальные 90%. Этот вопрос, мне кажется, был придуман для того, чтобы на нем потеряли подсказку. Какие-то жесткий какой-то вопрос сейчас. Единственное, мы можем подставить кого-нибудь, спросить и потом свалить вину на него. Вырезаем. 9 и плюс 5. Это получается как раз 14. 5? Откуда Пять. ты взял? Ну не знаю, просто мне кажется, что... Цифра нравится. И ваш ответ? Ваш ответ? А может был он военный был? А ваш ответ? Вопросы очень серьезные. Слушай, у него прям вообще неизменное железное лицо. Рамзан, мы бросаем тебе вызов. Чингиз, расскажите, как формируется программная политика ЧГТРК «Грозный»? Каков ваш подход к балансу между информационными, развлекательными, образовательными и социально значимыми проектами? Вообще сама программа, она формируется, учитывая вызовы современности, вызовы каких-то актуальных политических, экономических, социально-культурных тем. Многое зависит от той повестки, которую задает глава Чеченской Республики. Как ты, наверное, в курсе, мы дважды в неделю проводим просмотр материалов с участием главы республики. Он там обозначает какие-то темы, направления деятельности правительства Чеченской Республики. Соответственно, и мы под эти темы подстраиваемся. Но есть какие-то определенная тематика, которая постоянно держится на определенном высоком уровне. Это история чеченского народа, обычаи, традиции, культура, религия. То есть тематические передачи на эти темы, они выходят систематически. Также, например, программа радиопередач тоже меняется в зависимости от актуальной повестки. Например, в какие-то праздники религиозные мы полностью меняем формат. Также где-то 2 года назад полностью перешли на чисто чеченских исполнителей, то есть исполнителей из Чеченской Республики. Только их песни звучат в нашем эфире, потому что радиопередач, вообще радиокомпаний в России много, и каждый может себе по вкусу подобрать, но для населения Чеченской Республики, мне кажется, было важным именно транслировать наших исполнителей, и для этого нам было нужно время, поэтому сменили. Этот баланс, он задан в том числе и традиции. У каждой телерадиокомпании, как у любой организации, существуют свои традиции, сформированные там в течение, например, у ЧГТРК «Грозный» это 23 года почти. Есть свой формат определенный, и как бы с этой устоявшейся колеи, конечно, мы стараемся не смещаться, но с учетом того, что, например, началась специальная военная операция, мы внедрили множество рубрик по этому направлению. Например, в рамках новостей показываем рубрику «Герои СВО», и также то же самое касается и любых других направлений нашей деятельности. То есть это автоматически мы под это подстраиваемся, так мобильно, оперативно реагируем. Угу. Вот как Грозный реагирует на меняющийся медиаландшафт и насколько важно сегодня телерадиокомпании присутствие в интернет-пространстве? Ну, важность этого мы уже отметили, наверное, где-то в 2017 году, еще как только вот Ахмед Махмудович возглавил телерадиокомпанию «Грозный», он сразу направил большое количество ресурсов на развитие наших социальных сетей, вообще всех средств массовой информации Чеченской Республики. И у нас, например, в YouTube было почти 1 миллион подписчиков. Это для региональной телекомпании это огромное достижение. К сожалению, после начала СВО без объяснения причин наш YouTube-канал заблокировали. Но сейчас мы практически представлены во всех социальных сетях. Как только появляется какая-нибудь новая социальная сеть, мы обязательно там присутствуем, обязательно публикуемся, в том числе в российских медиаресурсах. Это ВКонтакте, Рутюб,
активно стараемся развиваться. Важно, это первостепенно, потому что большое количество наших зрителей находится именно в социальных сетях, особенно молодое поколение. И, конечно, одна из важнейших задач телерадиокомпаний — иметь побольше зрителей, слушателей. Поэтому мы и стараемся, и прилагаем все усилия для того, чтобы наша телерадиокомпания была везде представлена. В том числе у нас есть и мобильное приложение, где любой человек может в прямом эфире посмотреть выпуски наших передач. И, как вы знаете, телеканал «Грозный» является спутниковым, нас могут видеть вообще по всему миру. Чингиз, вообще моя любимая тема в последнее время — это искусственный интеллект. Каково место искусственного интеллекта в повседневной работе телеканала? Ну, в данный момент мы больше всего его используем именно в новостях, например, для озвучки, для перевода воскресных выпусков на английский и арабский языки, в том числе для перевода каких-то отдельных синхронов, которые мы записываем с нашими иностранными гостями Чеченской Республики. Также корреспонденты, наши журналисты активно используют его для написания закадровых текстов, потому что, например, новостные журналисты, они всегда спешат, им надо вечерний выпуск обязательно выдать в эфир, и они задают, в общем, дают задание искусственному интеллекту, и он быстро все это приводит в определенный порядок. Конечно, не обходится без редактирования обязательно, потому что у нас есть и своя специфика Чеченской Республики. Но многие задачи искусственный интеллект облегчает. Я не знаю, что будет дальше, но в данное время ни у кого работу искусственный интеллект у нас не отнял. Он скорее служит как помощник. И очень важно и уметь пользоваться этим инструментом. И у министра есть и специальный советник по вопросам развития искусственного интеллекта. Он этим вопросом также занимается. Стараемся посещать различные конференции, форумы по Российской Федерации, где получаем какую-то актуальную информацию, которую используем уже в своей работе. В планах у нас повсеместное использование искусственного интеллекта, в том числе для того, чтобы опровергать различные дипфейки, которые создаются. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы пришли к разработке собственных инструментов и искусственного интеллекта, и распознавания дипфейков. Это очень важно, потому что мы знаем, что при помощи информации можно как принести много пользы, так и много вреда. И для недопущения этого вреда мы сейчас нужно с тобой знать, созданы искусственным интеллектом, добавится, да. Да, и так раствориться в воздухе. Шутка. Ламберт, вы автор и ведущий «Салам Шоу». Как вы вообще готовитесь к эфирам? Есть ли у вас какие-то подходы, какие-то свои фирменные приемы для успешной коммуникации, взаимодействия с гостями в кадре? Конечно, ведущий я не в основном смысле слова. Конечно, у меня есть основная работа, а это, как получается, хобби. Благодаря ЧГТРК «Грозный», где у меня есть своя собственная студия, связи, благодаря Ахмеду Махмудовичу Дудаеву, когда он еще был директором ЧГТРК «Грозный». Вот. Но подход к записи вообще он очень прост. Нужно готовиться, как и ты, наверное, готовился к нашему сюда приходу, узнать гостя, найти что-то интересное из его жизни, из его деятельности, и далее уже как-то с ним вести диалог. Но самое главное, что я для себя понял, это живое общение. То есть без каких-то поставленных рамок человек просто приходит, рассказывает о себе, шутит, прикалывается. И это самая такая приятная, хорошая коммуникация. Даже после того, как гость уходит, он делится своими впечатлениями, говорит: я ждал, что на записи будет какая-то напряженка, какие-то вопросы иного характера, будь то политика или еще что-то. Нет, моя передача заточена на то, чтобы человек пришел, рассказал о себе, показал самого себя настоящего. Почему в названии «Салам Шоу» большая буква «Л», можешь рассказать? Вот, у многих возникает вопрос, откуда название «Салам Шоу». То есть предполагают, что это здоровается «Салам Шоу». Нет, изначально, когда мы запускали этот проект, нас было двое. Мой друг Саид и я, Ламберт. Следовательно, Саид — большая буква «С», Ламберт — большая буква «Лам».
И ну, получилось так, что мне все лавры достались мне, его со мной нет. Но теперь мы переделали, наверное, это название под «Моя гора», Да, Салам. вот я про это хотел сказать. Вот, основной акцент амбиции, «Моя гора». амбиции есть у Так Ламберта. что вот так вот работаем. Вот вы сейчас и упомянули об этом, о том, что ваша основная работа она в Министерстве по национальной политике, внешним связям, печати, информации. Вот в чем вы видите миссию, задачу Департамента информации и печати, которую вы возглавляете? Ламберт, на 5 вопросов мы ответили верно. Это 6-й вопрос. Вопрос на 500 тысяч рублей. Все, надо на него ответить. Но вообще функции департамента, как и в других министерствах, это, конечно, тут не надо объяснять. Мы, как бы, грубо говоря, контролируем деятельность наших подведомственных СМИ, которые, к счастью, выполняют свою работу на все 200 и 300%. Это надо отдать. Тогда вы на 400. Да, поэтому, то есть никаких вопросов в плане нашего СМИ у нас нет. У нас действует единая концепция информационной политики, которую СМИ и мы как бы должны отрабатывать. Следовательно, СМИ наши отрабатывают и даже с искусственным интеллектом подружились. Поэтому в этом Вопросов у вас нет, но у вас есть запросы. У нас есть запросы, да, мы запрашиваем и справки, и отчеты, и может где-то советуем, Очень где-то много ругаем, справок, очень много отчетов. где-то ругаем, где-то советуем, где-то Но направляем. в целом я бы хотел вот сказать, что у нас отличные, просто дружеские, братские отношения с нашим министерством, поэтому нам очень легко. И я думаю, что многие нам завидуют нашему. Поэтому таким мы взаимоотношениям. вдвоем пришли сюда, потому что есть какой-то баланс. Но вы смотрите нашу программу. Конечно, да. Что вообще сподвигло вас принять участие? Заработать. Нет, когда ты смотришь любую интеллектуальную передачу, ты начинаешь как бы угадывать какие-то ответы, но как бы сидя здесь уже за этим столом, ты начинаешь волноваться, и тебе, наверное, сложнее. Поэтому мы в ожидании этого первого вопроса. Ну, мы рады, Как что же вы это здесь. пойдет? Давайте начнем, если вы готовы. У нас здесь вопросы и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальный для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? Звонок другу давай по-любому мы оставим. Кому будем 50 на звонить? 50. Кому-нибудь позвоним ну ради ладно. интереса. Давай. Список контактов, я думаю, у вас большой. Лучше же право на ошибку, чем 50 на 50. Лучше нет, право разве? на ошибку, мне кажется. 50 на 50 убираем. Да. Право на ошибку и звонок Нам другу. не нравится 50 на 50. Да. Нам все нужно. И первый вопрос звучит так. Что символизирует кольцо национального орнамента на гербе Чеченской Республики? Вечность, духовность, единство, богатство. Первый вопрос Так. очень неожиданно. А тут можно, да, думать? И Можно самое, время и есть? самое интересное, Надо. если мы сейчас с тобой Это сидели, легкий вопрос. Мы со сложного начали. если мы с тобой смотрели это по ту сторону экрана, мы бы сейчас уже отгадали. Да, 100%. Кольцо же обозначает вечность или бесконечность как-то. Ну, Но смотри, при этом давай, как без давай, духовности? давай А сразу что тогда уберем. духовность? Духовность и богатство, мне кажется, не относятся. Вот вечность и единство. Либо вечность, либо единство. Тоже Давай можно сказать, вариант что А. Вечность. Вечность. Дизайн герба отражает национальный менталитет и место чеченского народа в современном мире. Символизирует Кольцо вечность. чеченского орнамента в его основе символизирует Я вечность. чуть не ответил на Второй целый вопрос. Сразу второй. В каком году Грозному присвоено почетное звание «Город воинской славы»? В Это мы 2013 должны году, гадать, в Рамбес. 2014, 2015, в 2016 году. Я думаю, 2000... Как можно поздний вариант, мне кажется, надо выбрать. Потому что это вот в 2015, когда был миллионный митинг, по-моему, его там не было. А этот митинг был в 2015 году, помнишь? Да. В Подожди, 2015 не было. 2000... Давай, И подумаем. сюжеты, которые мы начали вот делать, упоминать о том, что это город воинской славы, это уже тоже было позднее. Или, может, в конце 2015 года. Возможно, это был конец 2015 года. Раз они дали нам 4 варианта ответа, то Чингис, возможно, давай, в что-то этот раз- посередине. в этот раз но я это просто- не 2014, получается тогда 2015 год. По такой логике, если. Единственное, и в честь десятилетия никаких таких, я не помню, что у нас что-то запланировано. Но я склоняюсь к 2015 году.
Ламберт, вы Можем. согласны? Но я не могу не согласиться, мы же вдвоем единое целое, да. Если проиграем, так вдвоем, если выиграем, тоже вдвоем. Так А что- мы, если один вопрос все Да. не отвечаем, это все, игра заканчивается. Да. Чего себе. Ну, можем тогда... Давай 15-й. Ответ Возьму Цай. на себя ответственность. Грозный получил Представь. почетное звание Города воинской славы 6 апреля 2015 года В по указу апреле. президента России. А, прикинь, сразу тогда после этого митинга, получается, Да. прикинь. Но я помню, что на митинге его не было точно. Ну, я был склонен к 16-му Всё, году. если больше это всего. легкие вопросы, тогда я не знаю, что Но я будет думал, дальше. что да, это легкий вопрос. То есть это разогрев, да? Это такой? все про Чеченскую республику, да, Да. вопросы? А, понятно. Это звание было присвоено за мужество и стойкость, проявленные жителями и защитниками столицы во время Великой Отечественной войны, особенно при обороне Грозненской нефти, имевшей стратегическое значение для фронта. Слушай, мы запоминаем, кольцо — это вечность, город Это воинской 15. славы — это 15-й год, апрель. Да. Третий вопрос. Каков был численный состав старейшин в Совете страны? 8, 10, 12, 14. Если бы была бы цифра 9, я бы сказал 9. Я тоже сказал 9. Но они специально. Ну, это не 8, потому что слишком мало. И я подумал, почему-то мне кажется, 12 что это месяцев. боль было какое-то нечетное число, а тут все четные числа. По числу чего? Ни тукумов и ни тейпов, ни районов, тогда районов не было. Как они определяли количество, интересно. Может быть, именно по тукумам сколько 9, плюс какие-то отдельные тейпы, которые не входят. Если даже. А, так. большие. Это только мое такое предположение, да, потому что я Ну, брал- смотри, Он мы сейчас нас тебя хочет будем- запутать. Не, или если тогда подсказывать. 9, которые не входят, это получается яхты, мялхи. они Тогда 14, мне получаются. кажется. 9 и плюс 5, это получается как раз 14. 5 Пять. откуда Пять. ты взял? вообще? Ну не знаю, просто мне кажется, что Цифра нравится. пятерка мне нравится. Может, 50 на 50? Ну, только или если опять же, они как- 8, 10 Или уберут, как ты и непонятно. говоришь, плюс 3, если 9, плюс 3. Слушай, может 12? Просто если- 12 как-то она, баланс у нее какой-то есть у этой цифры, или 12 судей, Может, давай 12 12? старейшин. Рискнуть ты предлагаешь? Ну, на третьем вопросе мне хотелось бы, конечно, использовать наши... Ну, а сколько? Только... У нас две две подсказки. подсказки. Две подсказки. И это третий вопрос, да? Да. Не, рано. Где-то, кто Рано. хочет стать миллионером, мы на 1000 рублей были бы. Ну, я правда, Давай вот рискнем. какого-то конкретного чего-то я не помню про это, но 14, я не знаю, это как-то это слишком Слишком большое много, да. для того, чтобы там какие-то споры возникают, какого-то баланса нету. Да. А тут как бы 8 это мало, 10 я Да, не плюс помню, один чтобы сомнительно, плюс а вот один. 12 как будто вот чисто на подсознательном уровне, как будто что-то было. Давай, рискнем. Ответ С. С, да. Ух ты! Совет страны состоял из Отлично. династии старейшин, именуемых сирами. Все решения, которые он принимал, Сирами? вносились в национальную летопись. Да. Представь. Не, ну мы идем с тобой нормально. 1500... Все, Хархайна А четвертый Ух ты, вопрос. еще. Из чего была возведена крепость Грозная? Кирпича и дерева, дерева из самана, самана и камня, камня и кирпича. Ух ты. Ну, смотри, кирпич, 1800 какой-то год. кирпич, саман. Так, 2 кирпича. Смотри, 2 кирпича, 2 камня и 2 самана. Интересно они И два подобрали. дерева. И 2 дерева. Смотри, около Грозного столько камней достать, я не знаю. А, откуда. я понял. Хотя, почему Сум же я не... Я могу там камней ошибаться, Чингиз, но где-то я слышал, что за речкой, где Бароновский мост, были какие-то, типа, делали, типа, саманов или что-то такое. Вот, по-моему, Кирпичи делали? если я не ошибаюсь, где-то слышал, да. Но дерево однозначно, если из чего была возведена крепость Грозная, то есть первоначальный вид, правильно? Да? Давай вот отметем кирпич и дерево. Тут нету камней в этом варианте. 1818 год. Давай, 1818 год. Да? Вариант камень есть только в варианте С. А, подожди, саман
саман мы говорим, да, что там использовался. Ну, мне так кажется. Мне Это кажется, дерево, дерево и саман саман. или Вот, мне кажется, дерево и саман. Крепость Грозная. С учетом... Они могли быть как бы... Дома наши делали из дерева и самана, да. Но крепость... Смотри, это ж большие чтобы стены. был кирпич, должен быть завод где-то поблизости. И там надо На тот сжечь момент, еще да, эти на кирпичи. тот момент сжечь, 1818 год. Мне кажется, дерева было полно, потому что леса вырубались. Да, тем более на территории Грозного самого Да. вырубались. Чингиз, не знаю, как ты, но мне кажется, дерево и саман. Просто до Вам этого, кажется. когда мы отвечали на Кажется. вопросы по логике, мы попадали как бы в центр. А вот тут, может, тут нас ждет. Где же этот подвох? Может, подвоха и нет. Ну, столько камней просто в этом, в Грозном же, где-то только около реки есть Да. какие-то камни, и столько А там как раз камней и была же возведена поблизости, от реки, да? да, Сунжи. Он вводит нас В заблуждение. Он Это я просто толкает для нас информации по сказал, неверному никак. следу. Он замыслил недоброе. А если исходить из той логики, что эта крепость была возведена для устрашения, чтобы... Почему для устрашения? Ну, имеется в виду Для защиты. защиты, устрашения и так далее. Если она была деревянная, то ее могли поджечь. А если она была из камня и самана, а уже домики внутри этой крепости были из дерева и самана, тогда, мне кажется, это С, Ну, саман они и камень. что именно? Замковые или крепостные стены подразумеваются? Или вообще вся крепость? А вообще вся крепость. Но, Ламберт, может, там и были какие-то нападения с целью поджечь, уничтожить эту крепость? Я поэтому и говорю, то есть... Если они всю крепость имеют в виду, то внутри было множество зданий, и они все это из камня построить не могли. Не все. А То есть, сама если мы, крепость же, смотри, говорят, если мы крепость. ответим дерево и саман, и окажется, что это неправильный ответ, мы можем с тобой до посинения просто спорить и доказывать, что там по-любому использовалось дерево Это и точно. по-любому использовался саман. Это точно, потому что избушки или что у него там, казармы, в любом случае строились из дерева. Слушай, у него прям какого вообще камня? неизменное железное лицо, что он даже по глазам не можем определить. А вообще в Европе эти крепости, они делались из камня. Да. Чингиз, нам с тобой гадать, По по-моему, крайней я думаю, мере, на саман этих камень. фотографиях, там в верхней части этих стен по-любому проглядывается дерево. На фотографиях крепости Грозной. Там не видно, что это именно каменная стена. Может, это и так и есть, дерево и саман? Он реально он нас вводит в заблуждение. Нет, может, я подсказываю Не, наоборот. я изначально просто дерево и саман как бы логически выбрал, а он логически, да. он У нас- Я особо и не говорил. в своими смысле. вопросами он меня вообще свел к саману и камню. Нет, как ты он говоришь, не смотри- сводил, он до этого пытался на него свести. Смотри, логически мы с тобой вот эти вот Б и С, саман и камень. Во-первых, как ты и говоришь, камня тогда должно было быть очень много, Да. либо фундамент из камня, а потом уже И саман. это все сохранилось бы еще. Да, вот, кстати. Ничего же не сохранилось. А вот если дерево 200 и лет саман, всего прошло. опять А дерево и саман, оно, да, могло возвращаясь уйти. к своему первому рассуждению, дерево и саман. Дерево и саман, потому что ничего, никаких стен не сохранилось, Ламберт. Да. Понимаешь? Даже если бы там из камня был бы фундамент, этот Да, фундамент да, же да. должен был Кстати, где-то да. сохраниться. Кстати, Да. хорошее замечание. Да, А. я об этом не подумал. Ну, Б Да, тогда, да, Б, Б, да. дерево и саман. Крепость Грозная возводилась из доступных на месте Дерево и материалов. саман. Дерево и самана. Абсолютно верный ответ. Из них строили как самоукрепление его валы, так и служебные постройки. Современники описывали сооружение следующим образом. Цитата. «Перед нами неказистое сооружение из дерева Как и земли». Его валы. Так и служебные постройки. Короче, мы по логике пришли. к Идем этому. верно, да? Пятый вопрос. Как называлось первое печатное издание Чеченской Республики? Труды Терского отделения Императорского русского технического общества, Грозненский торгово-промышленный бюллетень, Терское эхо, Терец. Тут Я пришло думаю, Б. время взглянуть Я- правде в глаза. Я Мы думаю, не Б, знаем. мне кажется, Б. Да? Грозненский торгово-промышленный бюллетень. Почему? Ну, типа, да, потому что промышленный город, поэтому, да, типа. Труды Терского отделения Императорского Императорского русского технического общества. Труды Ну, Терского. в принципе, может быть, это было как раз Сомнительно. конец 20 века, там еще империя существовала.
труды Терского отделения императора. Ты нас Может. сейчас не вводи в заблуждение. Тогда Терское эхо тоже. наверное. Терское эхо. Терец, это вообще я не знаю, что. Ну смотри, у них 3 вопроса на Т начинается. Терец, Терское эхо, Терского, труды Терского отделения. Значит, Кому? ладно, Так, значит, мне ладно, кажется, надо Б позвонить вам, да. надо отметать. Почему? Не знаю, 3 варианта про Терское. Терец или Терец? Терец, скорее всего. Терское эхо, труды Терского поэтому, отделения. да, типа в 3 есть Да. это Терец, а в одном нету, да. Терское, императорское русское техническое общество до революции. Труды. Русское техническое Печатное общество. издание «Труды» Терского отделения. Терского отделения. Мне кажется, Вообще, да, но тут мы уже не можем быть уверены. Хотя кому мы можем позвонить, чтобы это знал? Вот именно. Все уже покоятся с миром. Кто Единственное, мы трудился. можем подставить кого-нибудь, спросить и потом свалить вину на него, на Ильяса, например, Исмаилова. Ты почему-то не помнишь, да? Ну, Или же твоя позвонить в твой департамент, они Да не, посмотрят, я- там, покопаются. Этот вопрос, мне кажется, был придуман для того, чтобы на нем потеряли подсказку. Какие-то жесткий какой-то вопрос, честно говоря. Нет, я просто, исходя из того, что вы работаете в СМИ, я Но думаю, не здесь не должен был настолько. Тогда мы не работали. Как старший брат, как Труды. Мне кажется, Веденский, как называлось первое рискованный парень. Да, Возьми и ответь. печатное Просто издание. слишком большое название, труды. Хотя, Давай, может, да. тогда это нормально будет. Да? Серьезно, что ли? Терец. Терец. Давай, да. Давай, да. Терское эхо. Слушай, я сейчас уже... Чем дальше, как бы... В лес? Чем дальше в лес, тем больше ты думаешь. А правильно ли? Опять же, труды Терского отделения Императорского русского технического общества. Это Когда были я труды, просил напечатанные сложные издания. вопросы придумать, я не подразумевал это. Что Мне было даже не передавали. Да? настолько трудно. Как называлось первое печатное издание? Я возьму на себя 10% ответственности, если ты возьмешь остальные 90%. Все, И давай, я ответь. беру на себя ответственность. И ваш ответ? Ответ А. Это абсолютно верный ответ. Ух ты посмотри. История. История средств массовой информации Чеченской Республики начинается 20 ноября 1889 я года, понять не могу. когда в Грозном началось издание журнала «Труды Терского отделения Императорского русского технического общества». Он состоял из 137 страниц. Журнал прекратил свою деятельность в 1914 году. 1889 год, короче, до революции. А вот Грозненский торгово-промышленный бюллетень – это первая газета. Вот почему я вспомнил, что газета. А потом начинается у меня сомнение печатное издание. Шестой вопрос. Какой признак не был характерен для чеченского тейпа в 17-19 веках? Коллективная собственность, наличие совета старейшин, право принимать посторонних в тейп, объявление кровной мести между тейпами за убийство. Право принимать посторонних в тейп они могли. Такое было. И принимали. И принимали. Да. Именно и в 17-м, и в 18-м, и в 19-м Коллективная веках. собственность. Коллективная собственность. Я такого не знаю. Какие-то не собственность, но божба, жуаш, например, Да. или же Белый они Деша, могли все да. это вместе делать, но чтобы в собственность это было коллективное, такое я тоже не слышал. Причем коллективизация была-то вообще позже. Объявление- Совет старейшин, наверное, у каждого тейпа даже сегодня есть совет старейшин, тем более в те времена, наверное, этот совет был. А вот чтобы именно между тейпами был, Вот между смотри, семьями вот могли- вопрос, не был характерен для чеченского тейпа, да, это не был. Вот тогда это однозначно, это объявление кровной мести между тейпами, потому что между тейпами такого не было. Чингис, Между семьями могло быть. я полностью тебе доверяю, потому что ты как историк, насколько я... Разве не юрист? Ну, он и по совместительству, он занимается историей. Следовательно, там, чего я не знаю, лучше промолчу. Из-за того, что это как бы легкий вопрос, кажется, что здесь есть какой-то подвох. Мы с тобой просто напряжены. и- Может, не надо искать подвоха? Может Нет, быть. ну так-то я не могу ни один из этих вариантов, кроме «Д», сказать. Ну, может, просто там и нет. ваш такого. ответ? Тогда «Д» ответ. Да? Да. Я поддерживаю.
Если в кровную месть вовлекался весь тейп, это грозило кровопролитной войной. Поэтому вопросы кровной мести разрешались на уровне семьи и самых близких родственников. Как вы сказали, Чингис, это абсолютно верный ответ. Подтверждением этому служит обычай. После убийства близкие родственники виновного по мужской линии были вынуждены немедленно покинуть свои дома и скрыться. Что касается коллективной собственности, каждый представитель тейпа имел право на долю в общинах, пашнях, пастбищах, лугах и лесах. Такой признак был. Каждый тейп также имел свой совет старейшин, который избирался из числа мудрых и уважаемых пожилых людей. Также, несмотря на распространенное мнение, чеченский народ не был закрытым, этому подтверждению служит обычай стубин ваш, да, брат, зарезавший быка, или зарезав быка, ставший братом. Это такой торжественный обряд в честь принятия в тейп представителя другого тейпа или народа. И с тех пор человек становился полноправным членом. Да, смотри, что интересный момент, что не было. Это коллективный колхоз — это одна тема. Это когда ты, например, все поле, и ты все там работают, и все потом между всеми типа распределяются. А доля — это когда у тебя на этом поле есть свой какой-то кусок, как бы. А так, например, когда ты водой нам надо полить там растения там, и так далее, это вы вместе делаете. Как бы разница есть. Это 6-й вопрос был? Да. Ух ты, да ладно, нормально, Ильич. Какую форму стихосложения Арби Мамакаев привнес в чеченскую поэзию? Села ботаническая, хорей, амфибрахи, анапест. Форма стихосложения Арби Мамакаев привнес в чеченскую поэзию. Люба пишет стихи. Люба пишет, но просто значение вот этих слов. Просто она как бы талантливая, но она эту школу как бы не заканчивала по этой части. Может, тогда право на ошибку? Просто право на ошибку у нас, считается, что мы на этот вопрос ответили, или просто ошибочное убирается, и нам надо дальше просто даже если неправильно ответили, вы идете дальше. А, да? Так, продолжим. Давай тогда, так? У нас 3 вопроса останется и 1 звонок. У нас 2 вопроса останется. А, нет, 8, 9, 10, да, все верно. Слушай, ну, давай. Тут я вообще без понятия. Можем просто пальцем. Анапест. Амфи. Это открытый, значит? Амфибрахии, да? Амфибрахии. Что-то... Открытый. Какую форму стихотворения Арби Мамакаев привнес в чеченскую поэзию? Если бы мы знали, что это... Можно, наоборот, там наиболее такое понравившееся слово. Мне что-то амфибрахия мне нравится. А если, секундочку, если мы, например, ответим правильно и использовали право на ошибку, право на ошибку используется, да? Да, сгорает. Ах, Анапест, это очень Ответ Д. Это неверный ответ. Арби Мамакаев стал новатором в чеченской поэзии, введя новые формы стихосложения, в частности, села ботаническая. Это надо было знать, к этому логически ты не пришел бы. 8-й вопрос. Кем был Константин Айбулат Розен? Художником, поэтом, военным, политиком. Мне кажется, А и Б. Поэтом и художником. А он мог сразу быть и поэтом, и художником? Если все это время мы про чеченскую тему говорили, это получается чеченец, что ли? Да. Его родители убили в Дади-Юрте. Вот Розен, я что-то поэтому пытался вспомнить. Там художник или поэт? Нет, он был, по-моему, военным. Да, это такая немного логика прослеживается, конечно, быть военным. Он был военным. Но, может быть, его в ходе вот этой битвы в Дади-Юрте ранили, и он не мог стать военным. Особо не Дади-Юртер, Петр Захаров, мать которого забрали, он художником был. Это уже другой. Но они были знакомы. Художника они бы, наверное, не поставили, потому что Петр Захаров у нас есть. Военным, если был бы политиком или военным, если смотреть с другой стороны, мы бы их тоже, наверное, знали бы. Известный военный Константин Айбулат Розен, к примеру, или такой-то политик Константин Айбулат Розен политик. А вот если мы его не знали, может, он действительно был поэтом? Просто и поэтому дружил с художником Петром Захаровым? Вот, действительно, может, он писал что-то о Чечне, о родных краях, может быть, если так смотреть, Константин Айбулат Розен. Может, он не хотел идти по стопам и быть военным, к примеру, или политиком. То есть тот подался в художники, этот, может, стал поэтом действительно?
Так-то их очень много именно в военной среде было. Очень много, я чем Давай поиграем, Вов, да? Давай поэт. Это окончательный ответ? Я думаю, да, давай рисковать так рисковать. Константин Розен, поэт чеченского происхождения, при рождении носил имя Азембай Айбулат. Он рано осиротел, его родители погибли при штурме села Дади-Юрт, и двухлетний Азембай, раненый в ходе тех событий, был взят на воспитание бароном Михаилом Розиным. И именно из-за того, что он был ранен, он не стал военным. Он активно занимался литературной деятельностью, его произведения публиковались во многих журналах, а сам он был лично знаком с крупнейшими деятелями русской литературы. И вот его несколько строчек. «Кавказ угрюмый величавый, страна воинственных сынов, среди твоей ненастной славы, под блеском царственных снегов родился я, дитя природы». 9 вопрос. Кто инициировал в 17 веке судебно-законодательную реформу с целью упрочения ислама? Гази Алдамов, Берса Шейх, Бейбулат Таймиев, Виса Тинай. Гази Алдамов, но мне кажется, точно не в 17 веке. Почему-то фамилия, если Алдамов... Ну, почему он в 17 веке-то он мог жить? Просто не Гази Алдамов. Проводил ли он эту реформу законодательную? Не знаю я. Виса Тинаев вообще я не знаю кто, но... Методом исключения. Методом исключения, если, смотри, в 17 веке судьбоносное решение, хотел сказать, в веке это и есть и судьбоносное. Законодательную реформу. То есть он упрочил, да, там, на законодательной основе. Да, завершил начатое Берса-Шейх. Бершев в каком ты веке сказал? 16. Середина 16-го и даже, кажется, было именно начало 17-го. Вот смотри, если он, кстати, если он занимался именно упрочением ислама как бы в обществе, то кто-то должен был законодательно эту реформу. Бейбулат Таймиев нет, Гази Алдамов нет. Тогда остается Виса Тинаев, мне кажется, я не знаю, если Берс в 16 веке. Чингиз, ну давай, мы с тобой... исключения, да, это получается Виса Тинаев. И проиграли. Очень длинный ответ, конечно. На долю Висы Тинаева выпал один из самых сложных периодов в истории региона. В Центр-Роя, после длительного междуусобного периода, он впервые за свое правление созвал Совет страны и народные собрания на выездное совещание. На этом собрании Тинаев подчеркнул необходимость законодательной реформы. Ее главной целью было приведение обычного права в соответствии с шариатом, влияние которого значительно возросло в обществе за последние 2-3 поколения, особенно после проповеднической деятельности Берса Шейха. Абсолютно верный ответ. К этому времени ислам уже утвердился как государственная религия. Согласование обычного права с шариатом должно было учитывать реальную социально-политическую и географическую специфику. И для решения этой задачи было избрано 100 человек, чья законотворческая деятельность продлилась 10 месяцев. И совместные заседания, проходившие на горе Кетшкорт с марта 1653 по февраль 1654 года, завершилась судьбоносной для чеченского народа реформой судебно-законодательной системы, заменившей старое законодательство на новое. Представь, но я на него, я не думаю, что и ты знал этот ответ, просто методом тыка кого-то исключили. Не, на самом деле интересно, я не знал, кто Виса Тинаев. И 10-й финальный вопрос, как вы думаете, про что будет? Да я уже переживаю, я уже не знаю. Честно, я приходил сюда уверенный, что у меня останутся силы на какие-то шутки, потому что вопросы-то мы будем щелкать как семечки, но вопросы очень серьезные, честно говоря, оказались. 10-й вопрос звучит так. Сколько гласных фонем насчитывал лингвист Юнус Лишриев в литературном чеченском языке? И что у нас осталось? 32, 33, 34, 35. Я в этом вопросе вообще -0. Ну давай хоть какую-нибудь, мне кажется, мне просто, какую-нибудь логику. Если бы мне сейчас было 35 лет, я бы сказал 35. Но мне 32, поэтому я, наверное, 32. Ищет садится. Ищет логика, мощный. 33, слушай, 33. Даже вот такая логика, что чеченскому народу вообще свойственны больше, ближе идут нечетные числа. Смотри, 49 букв в алфавите, если я не ошибаюсь. 46 или 49, я уже забыл. Алфавит. Масбук тут есть. Ой, хажа истукум, там ислам, кыгую, гайла, вокруг сколько холмов.
Шайдек, нечетный вам шиценес, он это дох, что хулкой. 33. Орхвеши, ишкуил, хабош. Короче, има олвайца. Эти вот такие. А, хажа, нечетный. Арши, 33 или 35? 35. 35, это резко. 32, это олвайла, и 35, я качал стак. Где-то низ вариантен халхата, низ вот хализ, и хата, шит, низ вот хализ, 33, 30. Да, мне кажется, 33. Просто логически. Проиграть. 33. А? 33. Давай мы проиграем там. Достойно, достойно, да? Давай. Ты хочешь проиграть? Я не хочу, я пришел сюда победить, как бы. Но когда я пришел и увидел, то я понял, что победить будет сложно. Но 33, да, однозначно. Другого это быть не может. Давай, да. 33. Мне нравится цифра 33. Да, мне 33. тоже нравится вариант Б. Ай! 34, да. Да. Юнуса Деширио в чеченском языке насчитывается 34 гласные фонемы, 15 монофтонгов, 15 дифтонгов и 4 трифтонга. В чеченском литературном языке они передаются всего 6 буквами, а также их сочетание между собой с мягким знаком. Они специально десятые, настолько... Рамзан, мы бросаем тебе вызов. Мы предлагаем тебе подготовить еще 10 вопросов. И если у вас будет время, возможности пригласить нас с Ламбертом еще раз. Дать нам второй шанс. Реванш. Реванш. Мы просим реванша. Да. Вообще никаких проблем. Я думаю, мы всегда вам рады. Все. Мы с тобой бились достойно, я думаю. Да, Зрители оценят. Не обязательно же нужно знать все. Да, мы тоже люди, мы не все Ну, знаем. теперь зато мы будем знать, что фонем в чеченском языке 34. Но вы дошли до 10-го вопроса. Это блестящий результат. Я вас с этим поздравляю. Спасибо. На самом деле здесь очень волнительно. Когда ты сидишь по ту сторону экрана и смотришь, ты думаешь, фу, да как они не могут ответить на этот вопрос? Это же легко. Про 34 фонем. До этого солида это же фоническая легко, форма, да. которую Мамакаев принес. Это что? Но на самом деле очень трудно. Да, Надо сказать. Здесь даже, я алфавит даже забыл, сколько букв, представляешь, 49 заявил. Вот насколько интересная игра, так что Да. ждите реванш. Смотрите надеюсь. ГТРК «Войнах», смотрите ЧГТРК «Грозный», смотрите «Путь», Смотрите. читайте и все перечислил, все СМИ, в том числе муниципальные. ДРС, Рамзан. Шунрил ДРС.